назначением. Скажите, как у вас сегодня прошел первый рабочий день на новом рабочем месте? Ну, во-первых, первый рабочий день, так я практически, по девушке, практически с понедельника уже исполняю обязанности главы республики. Сегодняшний день прошел очень бурно, практически я даже не заметил, когда день уже закончился. Сегодня у меня была встреча с Егором Ивановичем Борисовым, мы обсудили с ним ситуацию в республике, в первую очередь по тем сферам деятельности, которые нам необходимо в ближайшие сроки решать. В первую очередь касается мер по преодолению последствий страшного разрушительного наводнения, которое у нас по всей республике до сих пор идет. Обсудили ситуацию в бюджетной республике, конечно же, обсудили дальнейшие планы, в том числе выборные. Егор Иванович очень тепло пожелал успехов на этой работе, очень тяжелой, ответственной работе. Конечно, я его поблагодарил за тот труд, который он в течение 8 лет нес во благо всей нашей республики, всего его народа. Но я уверен, что его таланты, его опыт, конечно же, будут востребованы для дальнейшей работы. Сегодня также я провел встречу с председателем правительства, обсудили оперативные задачи, которые стоят перед правительством республики. Правительство должно свои полномочия дальше продолжать. По Конституции республики оно не уходит в отставку сейчас, оно уходит в отставку только перед избранным главой республики. Есть непонимание в этом вопросе, но я считаю, что сегодня-завтра отправлю все правительство в отставку. Вместе с тем правительство хотя бы будет исполнять свои обязанности, точные кадровые изменения, они будут в своем правительстве. Также я провел встречу с руководством администрации главы и правительства. Этот орган претерпит гораздо более существенные изменения, потому что, опять же, согласно закону, ряд руководителей администрации, у них напрямую срок служебных контрактов связан с сроком полномочий главы республики. От главы республики в отставку он предусматривает то, что эти люди тоже уже практически уходят тоже в отставку. Провел я встречу с руководителем партии «Справедливая Россия» у нас в республике, депутатом Государственной Думы Федосовичем Тумусовым. Мы с ним обсудили ситуацию в республике, те вопросы, которые необходимо решать ему как депутату от нашей республики Государственной Думы Федерального собрания. Я считаю, что опять же его опыт должен быть востребован, мы должны пользоваться всеми возможностями для решения тех или иных задач, которые перед республикой основаны. Обсудили опять же будущее избирательной кампании, которая у нас сейчас начинается в республике. Хочу также отметить, что сейчас я подписал свой первый указ на посту временно исполняющего обязанности главы республики. И этот указ связан с преодолением тех последствий, которые нанесло нам это разрушительное наводнение. Нам даны конкретные поручения республиканским органам власти, в первую очередь правительству республики, по незамедлительному решению тех проблем, которые сегодня есть. Ну и причем не только республиканским органам власти, там также есть рекомендации органов федеральной власти, которые действуют на территории Якутии в части преодоления последствий хозяйствующим субъектам, муниципального образования. Мы, еще раз хочу повторить, всем миром должны эту проблему решить. У нас сегодня тысячи и тысячи людей потеряли имущество свое, множество домов пострадало, разрушены сотни километров внутрипоселковых, муниципальных, региональных дорог. И на сегодняшний момент уже оцененный ущерб порядка 1 миллиарда 100 миллионов рублей. При этом у нас ущерб по населенным пунктам Копейского, Среднеколымского и Верхнеколымского УСа еще не подсчитан из-за высоких уровней явлений и управления. Поэтому, конечно же, первоочередными мерами я считаю, поставить перед собой решение задач по ликвидации последствий. Поэтому такой указ будет подписан. Ну и после этого в вечернее время уже будет подписан ряд кадровых решений, связанных в первую очередь с руководителями администрации главы и правительства республики, с руководителями департаментов, с моими помощниками, советниками, вот такие вот текущие вопросы. Как планируете работу с парламентом? Конструктивно.
Василий Сергеевич, вы в одном из первых интервью заявили, что Якутия не будет прорывать акции Алроса. Речь шла об акциях Алроса или Алроса Нирба? Алроса. Алроса Нирба продается? Алроса Нирба, она практически уже продана. Это решение все приняты для меня, но я не тот человек, который, придя на новое место, начинает тут же реализировать те решения, которые приняты еще. Кого вы видите мэром Якутска? Скоро вы об этом узнаете. Вы сильный финансист, вы сказали, а какие все-таки будут изменения либо корректировки в бюджете республики? Знаете, вот я пока не буду вдаваться в подробности, но та ситуация, которая у нас сегодня есть с бюджетом республики, ее никак иначе, как очень-очень сложно не назовешь, потому что, к сожалению, те принципиальные недочеты, которые были уже при формировании бюджета на 2018 год и при его принятии в 2017 году, о которых многие говорили, в том числе депутаты при рассмотрении в Тумане, они сегодня всплыли очень четко. Мы видим, что есть большой недостаток средств по субсидиям на коммунальное хозяйство. Сейчас предприятиям надо делать завоз топлива, например, так, а субсидии практически не финансируются. Не из-за того, что денег у республики нет, а из-за того, что в бюджете эти средства предусмотрены гораздо меньше, чем потребность, почти на 9 миллиардов. Ну, в общем, разрыв бюджета не 25 миллиардов, все-таки так, многие говорят, 25-30 миллиардов. Я оцениваю его все-таки, что нехватка средств по бюджету в целом где-то у нас на сегодняшний день около 13-15 миллиардов рублей. И, конечно же, мы будем изыскивать эти средства, в том числе и за счет оптимизации бюджета. Но я считаю, что все-таки у нас тот рост курса доллара, который сегодня произошел, рост цен на нефть, они все-таки дадут некоторые положительные эффекты. Но мы его, к сожалению, ощутим-то не сразу, ощутим его, может, в четвертом квартале, так, а жить нам надо сегодня. Поэтому надо будет сегодня принимать очень оперативные меры для решения тех краткосрочных задач, в первую очередь по финансированию завода, по восстановлению подставок, по выплате заработной платы и отпускных, для того, чтобы бюджетная ситуация у нас была. Василий Сергеевич, а вот в свете бюджета, как вы будете задействовать РИК, например, чтобы решить эту проблему за счет средств, которые там и лежит там? Корпорация развития Якутии? Я не сторонник того, чтобы за счет институтов развития, а РИК именно задумывался и должен работать как институт развития, решать краткосрочные текущие задачи бюджета. Это неверно. Иначе не для этого эти структуры создавались. Другой вопрос, что эффективность работы самих институтов развития республики, она, конечно, требует особого тщательного внимания, и, конечно же, эффективность их должна, на мой взгляд, быть повышена. И с этой точки зрения хочу сказать, что в части вообще структуры органов исполнительной власти, структуры органов институтов развития республики, не сегодня, завтра, да, но в ближайшие недели будут приняты определенные решения по их оптимизации и по кардинальному повышению эффективности. А повышение прозрачности деятельности? Однозначно, повышение эффективности без повышения прозрачности не будет. А какие-то выводы будут сделаны по поводу министра финансов и премьер-министра федерации? Коллеги, давайте мы по кадровым решениям здесь я не буду озвучивать фамилию, поэтому думаю, что вы скоро уже все будет. Алексей Сергеевич, в чем вы видите преемственность власти и традиции, что необходимо сохранить? Я об этом уже в Москве сразу после возвращения говорил на федеральном нашим коллегам, так сейчас уже могу повторить. В республике сделано очень много. И когда сегодня говорят, что там все было плохо, да, это никаким образом не так. Республика последние годы развивалась поступательно. Может, не все получалось, так, но в целом действительно у нас есть такие серьезные непростые проблемы. И поэтому я уверен, что все хорошее, что у нас есть, в том числе в части социальной защиты населения, в части поддержки сельского хозяйства, в части проектов по поддержке муниципальных образований, вот это мы все должны сохранить. И должны идти дальше уже, скажем так, толя дороги по тем направлениям, по которым, может, мы еще пока не используем все свои возможности. В части, например, инновационного развития республики, я считаю, что мы, имея колоссальный человеческий капитал, имея огромные предпосылки для быстрого развития именно инновационной экономики, высокоэффективных технологий, к сожалению, эти направления еще не до конца используют. Василий Сергеевич, буквально через 3 месяца выборы, и вам нужно будет как-то совмещать хозяйственную, административную деятельность и предвыборную, да, работу. Не опасаетесь ли вы, что где-то можете увлечься одним и упустить другое?
Вот этот вопрос обычно всегда в той или ином месте, вот Виталий задавал, там, уйдете ли вы в выборные Но, коллеги, я хочу сказать, что я закон уважаю, и, конечно же, не в ущерб основной работе исполняющей обязанности главы республики, но вот, когда уже начнется активная фаза выборной кампании, я, конечно, согласен с этим безусловно. Но это будет все-таки, уже надеюсь, к тому времени мы те горящие вопросы, которые сегодня у нас есть, мы их уже более-менее решим. А как будет выстраиваться отношения с крупными недропользователями? Здесь будут перемены большие, или вы считаете, что у нас все нормально? Вы знаете, процесс выстраивания отношений с крупными недропользователями – это постоянный процесс. Нельзя, к сожалению, вот здесь, может быть, у нас есть некоторая успокоенность. Вот мы сегодня подписали какие-то документы, так и считаем, что все хорошо. Да? Дали какую-то налоговую льготу и считаем, что все хорошо. Мы должны с крупными недропользователями, которые работают на территории, работать постоянно. Помогать им надо, вот, но и они должны нам помогать. Так мы должны смотреть, какой эффект дают те или иные меры государственной поддержки, федеральной, республиканской, муниципальной, которые этим предприятиям оказываются. Что получило то или иное муниципальное образование, тот или иной субъект, в целом республика и Россия от помощи этим крупным пользователям, насколько они соблюдают экологическое законодательство. И вот выстраивать отношения и работать с ними, это вот процесс постоянный. И, конечно, в этом отношении я со всеми крупными нашими компаниями буду встречаться, будем обсуждать те или иные вопросы, которые сегодня есть. В первый же день в день назначения я уже встретился с президентом Алроса. Сегодня я встречался здесь уже с генеральным директором Русгидро Шульгиновым, который, может, он не недропользователь, так, но вопрос обеспечения надежной энергетики республики, а это не только на российском, но и на международном рынке угольном. Плюс к этому, конечно же, мы получим достаточно серьезные, существенные налоговые выплаты и местный бюджет, и региональный бюджет. И, конечно же, это дальнейшая жизнь развития Миргли и поселков Новоминского района. Не рано ли похоронили оппозицию, Сын Сергеевич? Я про интервью. Я ее не хоронил, я с очень большим уважением отношусь к оппозиции. Я сказал, что коммунисты в Якутии большинства в парламенте не получат. Готов это и сейчас повторить. Мы любим делать выводы по первой командировке. Вы уже знаете, куда поедете? Я знаю, я послезавтра возвращаюсь в Москву на... Нет, по Якутии. По Якутии я знаю, я поеду в Калмыкские районы, места, где у нас сейчас как раз идет Коллеги, вопросы и к якутским вопросам. Говорили сегодня дальнейшее трудоустройство Егора Афанасьевича? Мы с Егором Афанасьевичем поговорили, так я раскрывать не буду, так он сам попросил, чтобы мы пока об этом говорили, так, но еще раз говорю, что его опыт, его знания, профессионализм должны быть востребованы в нашей стране. А кто поздравил после Путина вас назначения? Как прошла встреча с Путиным? Вот так она и прошла. Путин вам сказал, что он посетит Якутию? Нет. Сергеевич, вы сказали про наводнение, ситуацию с пожарами. Какие меры будут предприняты? Правительство, те меры, которые должны принимать, к сожалению, у нас есть достаточно большая кредиторская задолженность еще с прошлого года. И из тех почти 400 миллионов рублей, которые мы считали кредиторкой федерального бюджета перед республикой, к сожалению, вот меня сегодня председатель правительства проинформировал, что только порядка 150 миллионов пока приняты. Так, остальные суммы, к сожалению, придется уже решать в судебном порядке. Вот это меня настораживает, потому что надежность наших служб, связанных с лесоохраной, с тушением пожаров, так, она, конечно же, из-за этого может пострадать. Коллеги, все, спасибо. Теперь остаются те, кому нужен комментарий на якутском языке. Завтра ждем вас всех на представление официальное. Сергеевич, когда теперь будете спать?